и твоих братьев русских вас поссорили вот эти силы. Правильно я тебя понимаю? Конечно, да, это они нас поссорили. Они поссорили. Я так Спасибо, хорошо, спасибо за ответ. Так, и Виктор Ермолова кто послал? Аллах его послал. Кто послал Ермолова? Ермолов послал. дай закончить речь. Дай закончить речь. Марина, дай закончить. Марина, дослушай. Всех мало. Бехар донгер. И вейбол садык, что и фейнишали, и стала. Алло, Марина. Я сейчас закончу, ты можешь прокомментировать, проблем нету. Сразу сделать момент. Вейца лучше. Это. Там ты тогда уже конкретно говоришь, что твои. А вей это наши общие хул. А сюхла так кабал мило, русский, он не брат. Он вела, и брат Темишевин вела, или кому-то угодно, но не мне. Во имя Бахатуза. Бехар донга. Смотри, я не говорю, что они ваши. Я говорю, не только сачур, но и эбохш, бакинах бютас. Ахка отца хажа, и растешь, ишду извож, понятно, понятно. Но и румки, и рсюли, они чем лучше, скажите, пожалуйста. Они разве нас не убивают? Представь, Мой народ русский не входит. Мой чеченский народ русский не входит. Я не знаю, что у тебя за народ. Я не знаю, что у тебя за народ, но чеченский народ, русский, как братья, как семья, не входит. Мы не один народ. Которые позвали Ермолова, которые довели нас до сегодняшнего дня, чем они лучше? Почему с ними делаются браки, Аллах? Почему они хорошие? Мы не против роста исламского наоборот, рады тому, что происходит сегодня в Российской Федерации. Мы не против роста исламского населения. Мы, наоборот, рады тому, что происходит сегодня в Российской Федерации. Не слышно громко. Машаллах. И свободой, и с русский бог, и хукамду, с русский. Почему этот момент вы его сейчас сразу... Не, примираться, да? Примираться, Почему русские, если плохие, почему же кумыки хорошие, которые позвали Ермолова? Мне не совсем понятна ваша концепция, Марин. Скажи, более конкретно изложить. Точно уверены? При Ермолове похищали эти же кумыки. И Ермолов хакайкан. Ермолов работорговец. Ермолов поставлял... И временный брак, временный брак. Ну, вот. Вот, Марин, в принципе, Алхар Сиац, да. На одно открывайте глаза, откройте и на второе глаза. Хацли еще Сиац. 100%. Марина. Не, ну, хай видение, бог шука, как бы ты свое видение изложил. Гога, свобода. Марин, Леон Хейх Вагнер был писатель, выжите его. Сон разума рождает чудовищ в вашей ситуации. И он, о чем ты говоришь? Какой раз Архигулак. Выражение хазион, когда ты долго всматриваешься в бездну, бездна тоже смотрит. То бездна поглощает тебя. Камер, хазиде. Что выражение?
Все опасно надо. Мысли, атеолы, точно, да, мысли, И о, глубокий полет уж. Глубина. В любое время и расклад меча с модацией, да конца, да слушай, да, просто идущих проблем. Ладно, что там, Марин, дица, Марин. Не, меч с модацией, чек-то да, я камел, да, это любое Ну, ну, по сути, да. Ну вот ещё. объясните себе же, ответьте, чем нам кумыки являются братьями. Вот с какой это И стати хабаху. русские это плохие, окей, понятно. А кумыки чем лучше? Давайте чем Марина, лучше? Вот сейчас Марина, самому того, вы братья, что нет, как будто они нас не нападают, нас не убивают, как будто они при Ермолове наших женщин не продавали туркам в рабство, наших женщин, детей. Да, они этим занимались. Ой, гитсарт он бали, Марин, просто, бошник-то исторический момент. Ну, на данный момент царь свои проблемы имеет швацию, как бы, в политическом. Ой, плане. как интересно получается. Почему? Ну, Как это царь проблеме? Почему? Если ты задаешь Женщина- такой вопрос, Да, мне говори, кажется, даже больше. И бессмысленно нет это у нас, ты что, нет объяснять. у нас никаких проблем. То есть они спокойно будут с нами Не, делать, что имеется в виду, никаких проблем у нас с ними в нет. смысле, этим гумадешма, да, гудеш. Это да, сумасшедший. Да, вариант, Пускай вернут нам наши земли. Что они у нас Не, ну, вообще делают? щеца, не, Шекира, Шедог, Шейцан, Что эти работорговцы среди нас делают? Не знаю, я солнца. Гудеш. первый он был грозный выровнять Тенекмельшбо, Гомкишбой, а? Гомкишбой. Грозный Киогалный Аргун, Гудермесси, Мосуметик, Шарин, Хабеком, беспредел яш, насилияш. Буданов, русский брат, вы ваш Собордя, Марина. Буданов, Гумки вы, А Буданов сан ушкал хилла. Тахан Украина, шаш, тахан видеосъемкши мусумью, вейцега, видеосъемкши, все равно гуш певлевайн иш и биохумнаш. Сега сохилвон, лично сохилвон сега. Худис, хубратис бьют, хухам бьют, ты что, вообще что ли? В 44-м году Гумки Арденковой. В Братья, 44-м году. О чем ты говоришь вообще? Что за глупые вещи? и братья, А проблема ёч, хилла иш дикнах больше. Всю жизнь, блядь, проблем, Халак Марина. Вот еще, о чем ты говоришь? Всю жизнь братья нахуй Караваевым, По баста. оккупации кипчаками у нас церцанец, а разборг шхылт, он царь что был церцан, выход садул. Дуй, я дац. Ермолов, Кипчак, вы. Церцани. Ермолов, Кипчак, вы. Ну, из-за кипчак, из-за... Фон Кулигинау, Кипчак, вы. Фон Кулигинау. Граф Воронцов, Кипчак, вы. О чем ты говоришь? Охуеть вообще, о чем ты говоришь? Я говорю про период, когда еще вот их не было, у нас не было никаких с ней разборок багас. От нахцани. И нах от эбегам бу от нах багас. Войнюк эха, тан бигнах ма бу бохш, войнюк абич, ронки буй, от нах, и нах от эбегам бу багас. Да, вас куча, гумки, диквуй, эл. Вы сюли бичбу, сюли продажный камду, это вот амелда, санюк, а дикнышхербу, онышхербу, в общей сложности было. Ну, а видишь, болгарский, ведь один народ хлебога. Осгарский народ, да, войновский, пока Екатерина гучалась, вы от Кавказа, дудацах и ты представь себе, осбратский народом. Войновчий, дудацах и войновчий, тихасли, тига, адыгшхи, легумки, сюли, войновчий, тихасли, царь, ишмосу уничтожить пяш, тихас, пышь, войдовчики. О чем ты говоришь? Какие там братские дела? Может быть, в Гурджистане, где-то с Польшей, может быть, мы имели отношения. Раз ты станешь отношения хилият свои, царь Бала хильбат свои. Туркостане проблем хилевые, Арбой проблем хилевые, Перш проблем хилевые, что больше на.
Хох Türkistan Темирлан Волчкана проблемы хилы им оца распасет день полностью Газахстане проблем по сей день ювей. Последние 300 с лишним лет. До этого царь хилы иншара хилдол хумшнуиш. О царь хохартан тахани проблем. Ты представь себе, какие там 300 лет ты хилыш, пускай мы там целовались с ними 300 лет назад. Вот сегодня ты знаешь, что они там вытворяют с нами. Смотри, царское время, когда русские Вообще, бежали из рабства, они там бежали. Царское время, когда русские бежали из рабства, где они спасались? У нас. У нас они спасались. Русские у нас не спасались, у нас спасались украинцы. Русские у нас не спасались. У нас они спасались от рабства. У нас. Үш халу элбехкари цариш, Ермолов, үш халу элбехкари. От згумки шкайка кайхан, хокказ гад, алеч бушун хоргар вей рабыш. Это вообще абсурд, Марина. Ну ты вообще пургу метешь, мягко беласу, Марина. Это абсолютная пурга. Я был, но я остаюсь при своем. Это то, что... Задний ход молодца, молодца. Разборы, попытка ввести в заблуждение. Я от этого устала, мне это надоело. Правильно, Марин, правильно. Чары введи им, чары посильнее. Куди бахтеш, але лемо глубина. Гумкиш озбезом лотер баца, уж озбезом лат, уж сон гумаяц. Социация агерголу дац дикаду доуч, яхир дац. Вала, Марин, хочем дагановой войду каду, Марина, дала бяхму била хапанятий, хахум, юрду акадас, он держись за свое, но немножко проанализировать Дереза, скажем, ну, молодца, молодец, Мне обидно за мой народ. Войнок зудри задний ход лауреат Санса. Молодцы, молодец. Работаешь, Говч, войн эхиктон, тахана, вой дай бух полностью, да, хахана, идет замена нашего народа, они будут всем владеть, всеми нашими правами, хоч да их, хоч ахаушербу, да, и ничего не произошло. Правильно, Ничего правильно. не произошло. Как это так ничего не произошло? А Ермолова кто звал? А кто работорговлей занимался? А кто при Ермолове наших женщин, детей в рабство продавал? До кто? Ивана Грозного все Разве занимались. не они? Марин. До Ивана Грозного все занимались работорговлей. Кто все занимался? У меня никто не занимался в народе, не только в роду. Что Все ты говоришь занимались. вообще? Не надо, حطيني чечен, حنخشبات. حيدايش лилинг, сунт эмахиqa. Суна маих садаиш на мать. Начинает он от крымских татар до Казани, включая этот Кавказ. Что ты не слушаешь, я тебе говорю, حدايش лилинг, садаиш эмахиq баас. Сама концепция, то, что между двух зол надо выбирать малое, это опасная концепция, Марин. Для себя выбирай и не говори, что ты чеченец, не Россия, надо. Россия это не маленькая концепция. При Балтике не было кумыков, калмыков или там дагестанцев. В Германии нет никаких дагестанцев, кумыков, куда она до сих пор тянет руки, понимаешь? Ты просто стал на пути России, и ты по-любому станешь жертвой России. Как бы ты ни... Кто Туран устанавливает, Эрдариа? Туран Кого? кто устанавливает? Я не огораживаю Все туранцев. эти войны, в том Я числе не- от имени русских, Марин, это все для того, чтобы установить Туран. Марин, концепция, еще раз говорю, концепция, то, что ты выбираешь, из двух зол малое лучше выбрать. Россия, поверь мне, не из малых зол, понимаешь? Так же, как и Турция,
А Также этот нечего Туран. было нападать на Россию, нечего было на русских нападать. На вас никто не нападал. Они на вас не нападали, нечего было на них нападать. Кто на кого Царь нападал? Дахаши, царь сакам царь Дахашту, потому что харумна шуюк аш. Хакам Харумна шуюк. определить. Царь Не, Хакуюк, царь Цацумна шуюч. Сейчас ну там чеченцы бьются. штабе, уже бьем они провоцируют это все. Басаев Ногче, чеченец вар, соборден, Басаев чеченец вар. ногче хелча. Хакам Чубахкитан хулшты, бахтуш. выехал Басаев стати. чеченец вар, цу чубахкитан бахтуш. Иш так Басаев бахнаш. Нохчеву. Басаев Нохчеву. Вас, Айти Ватса Бухбаде. Нохчеве, вот тебе прямой вопрос к тебе. Он фунзах из Пакистана. Не надо мне вот это. Ты что, меня за дуру принимаешь? Не, вах мелвелек вы чайвеги, дон ногче хулшвата, так палбон. Басаев Нохчева что и уже духаю ареал. Я не понимаю, в чем у тебя задача, но очень интересно, а задача хуё. И Бухбалне адючу. Вот доказательство, то, что он не чеченец, то, что другой не чеченец, доказательства где у тебя? Я не знаю, чего она добивается, но я знаю, что эта концепция, знаешь, к чему приводит Рамштайн. В итоге ты приходишь к тому, что делает и старший, и младший Кадырова семья, это благо, если взять между двумя золами, да, как бы. К этому, вот ты к этому приходишь через эту вот эту концепцию мышления, к этому ты в итоге приходишь к тому, что Кадыров все-таки, да, он делает благо, если разобраться, да. Да, именно, их и Элу Шурон. Это, понимаешь? Но это опасно, это тонкий лед будет он. Это... С утра Эл дующий, часы еще отрабатывать, я шую. Не, я не говорю, что она это как бы, я имею в виду, это несет вот эту идею, но вот эту концепцию и такую доктор Стрэндж скинул, я проверил, да, он 140 миллионов вариаций баркту, да, к этому пока те спорили, да, понимаешь? Эти все концепции уже давно прогнаны к этому через мышление, да, палма будет, да, к этому. Какие, да, к этому, а? Хавялом написано без мобила. Просто вот русские и чеченцы это один народ бах. Инца это нохча мюках яло, да, адман уже нохчи лац больше. А она делает из чеченцев не чеченцы и говорит то, что русские и чеченцы братья, один народ. Я понимаю, свобода слова, можешь поговорить, но где-то уже надо вот это, когда грани переходят, тормозить. Сам Элла, Марина, ты абсурдничаешь. Шолухчу, Элла, колухчу, Элла, нет. Я сейчас буду вот всех чеченцев выписывать за чеченцев и буду говорить русские, но это один народ с чеченцами, я не наши братья ложь. Рамштайн, мышление и онлайн-мышление в эфирах, она в этом, именно в этом она опасна. Потому что ты вот мыслишь, размышляешь, ты вот в своей голове ты можешь вот размыслить, прийти к этому, потом отойти от этой мысли, от этой вот размышления, концепции. Потом посмотреть это объективно, рационально, потом вернуться, потом взвесить это, понимаешь? А в эфире то, что ты выливаешь, вот это опасно вообще. Потому что человек это кол, да, он просто чувствует ладу, что он лергу халяется кол, это на самом деле. Специально берешь балбуй. Со стороны человек просто увидит, он просто в шоке будет, группа чам. Гасты, братья, шмахалы, ногчи, гасты, наверсе, цатам, думаешь, и что надо, что я дал, новый кузак. Я надо, вот вообще вот, хитс, вот, 5 минут назад они нас убивали, сегодня убивают, и будут дальше убивать, а это, говорит, нет, это наш народ.
Мы один народ, это наши братья, теми, что вы надо им дают. Это абсурдность, мечарил пишет одно. Да. Я не говорю, что они нам братья, подожди, я не говорю, что они нам братья. Я сказала, что до вторжения вот этих татаров, монголов, у нас были другие отношения. Да, они были. В чем проблема? Я Откуда сказала, они что у нас были не было никаких отношения к проблем, земле? пока Архумнаш не напали, Где пока находились их тогда? не мучили. Где находились? Удивить моя. Уберите ее, вообще уже голова болит уже. Какие Конечно, к чертовой матери? Бях мой весь интернет, я еще шанса. Войнука огромное расстояние мое, то и аспор адикши сюли, рога, черт его знает, какие там чуть ли не эти половцы от Путина. Между нами огромное расстояние. Какие у нас между ними отношения были? Отношения, хельмая свой сердце. Какие чертовые матери отношения с ними? Никаких отношений не было. Российский историк сейчас Рязошев, Умнохов, я вообще как бы не воспринимаю это всерьез, потому что тебе нужно всегда через ситу вот эту вот рациональности, объективности, через строк читать вот это, и анализировать, где ихние там интересы, чтобы эту пропаганду протолкнуть. Целый, короче, холли, короче, вот, головолом колцуна, да, российский вещь, любой истории. Я вот взял после переезда в Европу, взял историю, например, вот этих европейцев, не просто какого-то историка, который написал откуда, вот прям вот реально он как науку, он изучил его, там вот эти архивы поднимал, там те, которые в те времена, которые посещали и Россию, и Прибалтику, там, и Польшу, и вот эти все, вот он оттуда вел этот дневники, историю вот этих вот разных дневников и вот это вот все. И там вот прослеживается один-два раза только из всего, что вот до момента появления Ивана Грозного, и черкесы, и чеченцы только один-два раза только нападали на эти форты, которые были пограничные, типа якобы России, которые вообще практически не существовало. Землянки, какая цивилизация, какое государство, какие хорошие отношения с ним. Да, возможно, там пушнина, там что-то брали у них, там еще что-то брали. Север, там еще что-то. Губерния Шанса, Шмахали, Шаул, Шмахали, это, кроме Москвы там и Новгорода, по-моему, там у них особо ничего и не было тогда. И что хорошо относиться к Бахасам, Северна Хаюичтон из Турции, да, был шлял Кавказу, как это, может быть, мы не особо этим занимались, но начиная от крымского татара, заканчивая от казанского татара, и Белшляш, вот на этом люди и жили раньше, понимаешь? Так, как они укрепились, конечно, они начали расширять свой вот это, и через Кавказ это получилось. И когда вот Петр I пошел на Прибалтику, на это море, вот, которое им позволяет беспрепятственно по морю достичь вот этой Европу, охватить, повлиять на Европу. То, что сегодня пытается повторить Путин. То есть политики, и что, ни один человек не додумался на эту карту посмотреть, как это вообще все это разыгрывается и к чему стремится Россия по сей день. Причем тут дагестанцы, кумыки, понятное дело, они свое берут. Когда мы дураки, грех этого не воспользоваться. Стаханлер ситуация, халхам, да, действительно, просто жженая земля, только оставляли если ты в меньшинстве, кроме гор, у тебя больше другого спасения нету, понятное дело. И что вот таким образом мы и спаслись, точнее, наши предки. Но сегодня пользуются, свой лач, с политикой, это лило, келкук, что, галил, шпук, и что,
Это не говорит о том, что да, Россия такая прекрасная и пушистая. Да, я то штук соны просто эти социальные уволятся, я конечно на job центре уволятся, да, русский качество, штука, да, это. И есть еще нелшими, куда обучанию, тебя обучанию, любой месте обучению, когда он себе вахет, это, и Россия, и русский, что он, 20 тысяч, да, русский, чеченец, боже. Но сегодня мы все как-то старательно обходим главное. Мы фугасом, Крым, Йохум, да, я. мы не говорим, как ее решить. Единственное, если кто-то скажет, как решить эту проблему, то, соответственно, только силовым методом. Я хотел бы свое видение сказать, и с самого начала я хотел бы сказать то, что, как мне кажется, я эту проблему знаю больше всех вас. Я в этом уверен. Я не ученый, еще раз говорю, по ходу моего разговора, если хоть что-то я неправильно скажу, у меня большая просьба к нашим алимам, чтобы они меня сразу поправили, потому что я не истинно в последней инстанции. Начиная разговор, я хотел бы сказать, что я больше с этой проблемой знаком, потому что я дружу с ваххабистами, я с ними живу, я с ними вместе воевал. И я все это становление, например, нашей республики видел от начала до конца, хотя я сам не ваххабист. Но жизнь такая штука, вместе пришлось побыть и в этой войне тем более. С самого начала войны они отличались дисциплинированностью, но у них дисциплина была только между собой. Они отличались, как говорится, и, можно сказать, уважением друг к другу, но опять же уважением между собой. То есть все время это был отдельный мир, все время государство. И все время главный их козырь – это их обособленность. В свое время, в 92-93 году особенно, меня тоже агитировали, меня тоже пытались, как говорится, втянуть в свои ряды. Я уже было, даже, можно сказать, чуть было не стал ваххабистом, но меня оттолкнуло и удержало единственно одно. Когда я уже решился к ним примкнуть и уже с этим решением пошел к ним, я зашел и я поздоровался с ними. Ассаламу алейкум. Ну, там в разных позах сидят, читают, кто как, большие, малые. И все ва алейкум ассалам, но никто даже не пошевелился. Я говорю, вот что это? Я же поздоровался, почему никто не встает, что меня не уважает или себя не уважаете? Ну, мне говорят, саллаху алейкум, пророк Мухаммед своим асхабам не давал. Я говорю, ну, я как знаю историю, я говорю, вот что это? Я же поздоровался, почему никто не встает, что меня не уважает или себя не уважаете? Ну, мне говорят, саллаху алейкум, пророк Мухаммед своим асхабам не давал вставать, так что нам тоже не надо вставать. Я говорю, но я как знаю историю, он сам вставал своим асхабам, и асхабы ему вставали, но когда первый раз встречались, но когда мы день 10-20 раз заходим, выходим, мы же тоже не встаем друг к другу. Вот. И на этом вот у нас произошел спор, и я уже из этого сделал вывод, что они заблудшие люди. Я так всегда сказал, я говорю, но мне, если кто-то встал, мне понравилось, мне приятно, мне завтра охота этому человеку тоже навстречу встать и сделать ему приятно. Если этим мы приносим добро, приносим любовь между нами, что в этом плохого? Ничего на это не нужно говорить. Я говорю, но тот человек, который говорит, что нельзя делать добро, он уже не прав. Начиная свой разговор, я хотел бы подчеркнуть в первую очередь роль тариката в истории Кавказа, в первую очередь.
Первое – это Кавказские войны. Сколько мы помним, все Кавказские войны проходили именно под знаменем ислама, и именно основную роль играл тарих. Хотим мы того, не хотим, но это признанный факт. И если бы не было бы тарифа, то фактически не было бы и как такового сопротивления российским властям, потому что это было братство, которое основано было на ради ислама, за веру в Бога и на все. Но сегодня никто из нас не говорит про проблемы тарифа. Мы никто не говорим, мы даже не касаемся этого. А в то же время мы сегодня похожи на парализованного человека, у которого одна сторона отнялась. Эти же так называемые ваххабисты, они говорят, что мы труп, а мы говорим, нет, мы еще живы. Вот и вся разница, вот и весь спор. Это мое мнение. Почему? Потому что тарифа состоит из двух частей. Это одна часть духовная, вторая часть физическая. Физическая сторона – это зикры. Зикры эта сторона у нас осталась. А духовную сторону у нас в свое время Российская империя, потом советская власть репрессиями убрали у нас отняли у нас духовную часть. Как вы знаете, всех наших святых сослали в Сибирь, всех их последователей, миридов, миршидов, всех уничтожили, всех ученых уничтожили, и духовную часть нашей народа уничтожили. Мы тариф сохранили именно исключительно вот в физической стороне. Но это только одна сторона, и тариф нам надо прежде всего возродить тариф. Пусть он будет накшбандийского, то пусть адерийского будет, но возродить в полном объеме. Тогда не будет у них никаких поводов для разговоров, не будет никаких возможностей спекулировать на этом. Сегодня, я так считаю, именно для возрождения нам надо, на ученых алимов очень много, нам надо организовать новые суфийские школы, надо по-новому организовать. Надо, в первую очередь, я так считаю, надо нам специальную комиссию даже создать, в первую очередь, в Чеченской Республике, Ичкерия, потому что у нас на государственном уровне поддержка имеется. Мы должны комиссию создать именно по цензуре и литературных произведений в республике, и также религиозных песнопений. Потому что, давайте будем прямо говорить, очень много наших религиозных песнопений, то есть назмы в свое время некоторые писались просто теми же фанатичными невеждами, которые в своем невежестве считали, что чем больше они возвысят своего устада, восхвалять его, тем они больше быстрее в рай попадут. А многие алимы, зная, да, что там пара слов где-то неправильно сказать, не боялись, не смели. Некоторые эти все нормы, они писались и также КГБшниками, потому что, как говорится, ложь придется портить бочку меда. Для этого, я считаю, именно в первую очередь нашей республике ученые алимы должны создать комиссию. А также вот эта так называемая, опять же, ваххабистская литература, она должна тоже в республике проходить через цензуру. Все, и никаких проблем. Но по ходу, нам надо именно в первую очередь бороться с невежеством. Именно с невежеством. Потому что все эти проблемы именно от невежества. Саллаху алейхиссалам, у пророка Магомеда есть хадис «Три врага ислама». Первый враг – это воинствующий безбожник. Об этом мы тоже что-то не говорим. Это воинствующий безбожник, это те русские, которые пришли сюда с войной. Второй враг ислама – ученый богослов, неправильно толкующий основу ислама. И третий враг ислама – это фанатичный невежда. Это хадис достоверный. Мы должны от этого исходить. Мы должны это невежество, эту крайность изгонять
из наших душ. Сегодня мы можем что угодно запретить, мы можем любые постановления принять, но это, я вам говорю, никакого результата не даст. Потому что завтра наши же дети пойдут к ним же. Почему? Потому что сегодня мы ничего им не даем. Вот нас и после нас вакуум, пустота. А это место пусто не бывает. Сегодня ощущается у нашей молодежи, это особенно вот в Дагестане, Чечне, Ингушетии, такой сильный, как вот кислородная недостаточность, вот такая сильная нехватка знаний. И мы им ничего не даем. Мы за годы советской власти, наши же алимы, вот, вы, уважаемые алимы, тоже частично привыкли. Вот кто к вам пришел, вот его учите, и дальше ничего. Ну, тогда время такое было, но сегодня нам надо, как наши святые подвижники, нести это в народ знание, истинное знание об исламе. Только так мы можем приостановить его хабизм и еще что-то другое. Только так и никак иначе. Запретными мерами мы, я так считаю, конкретно ничего не сделаем. Чтобы выразить вам, в первую очередь, создать место того, чтобы человек мог просто к намазу приготовиться. Вы у нас сейчас здесь видите, у нас здесь даже нет условий, чтобы даже эту конференцию обеспечить конкретно условиями, чтобы намаз совершить. Видео, в видео. И в первую очередь именно начинать давать людям знания. Мне очень понравилось, когда здесь многие выступавшие говорили, что нам надо в первую очередь учить наших детей здесь. А если кого-то куда-то посылать, то чтобы он имел какую-то базу именно опять же здесь. Я это знаю, почему? Потому что я в свое время видел, в частности, в Пакистане, как учатся наши дети, которые отсюда уехали туда учиться. Вот некоторые были посланы ваххабистам, некоторые сами поехали. Вот. Очень большая разница была. Фугас, кто в Ютубе будет слушать, тот вообще не услышит, что он там говорит. Законно хешон, хаят, законно хешон, хабар даются, специально украинский он штиц. Просто околачивались. Ну, они знали арабский, знали английский. И я так на них смотрел и думал, короче, даже на намаз они многие утром не вставали. Я так смотрел и думал, Господи, завтра они придут домой и еще меня еврейском назовут. Потому что я арабский не знаю. У меня времени на это нет, и сейчас нет. Они будут этим хозяйством. То есть нам надо именно за наше молодое поколение бороться, надо их обучать, и надо в первую очередь на них смотреть. Для этого именно нужно учить их. Я хотел бы конкретно оспорить вот некоторые вопросы, как бы в спорной форме. Вот мы говорим ваххабизм, но это общее понятие. Прежде чем сказать, давайте скажем, кому это выгодно. Кому выгодно, чтобы мы сегодня между собой ссорились, ругались. И тем более, в первую очередь... Это видео длится 37 минут. Это канал Чукуатиши, пусть там послушают. Правильно, например, частность, вот дагестанцы, короче, наши братья, вот, ингуши, они не видят даже тоже российское иго, не видят. Мы про коммунизм говорим, вот настолько это остро, который проблемы сделаны, кому это выгодно. Понимаете? Сегодня это выгодно, как сказал за меня наш президент Аслан Масхаба, это выгодно в первую очередь спецслужбам России, чтобы мы цивилизованным, нормальным путем именно не пришли к единению, чтобы мы не имели силы встать на ноги, чтобы мы не имели силы стать хозяином своей земли и своей судьбы. В первую очередь для этого. И поэтому я так считаю, что наши ученые, алимы вообще всех республик Северного Кавказа должны, обязаны приложить больше сил и усилий для
восстановления, для возрождения именно конкретно чисто суфийских школ, знаний надо давать. Потому что я одну книгу не видел, где бы подобное что-то говорило бы о суфизме конкретно. Еще нигде книгу я не видел, где говорилось бы о тарихатах, в частности, о Кадырии или о Накшбандии. Я не видел нигде. Хотя мне интересно, я хочу читать. И много людей, которые хотят. А мы обязаны их печатать, мы обязаны их распространять. И когда мы нашей молодежи дадим право выбора, когда мы нашей молодежи именно на бумаге докажем нашу правоту, докажем нашу истинность и понесем истинную веру, вот тогда за нами пойдут все. И тогда мы сможем остановить эту заразу не только у нас, но и в частности в целом мире даже. Я еще хотел бы сказать, попросить некоторых людей не впадать в крайность, особенно в вопросах с Афганистаном, Таджикистаном, Алжиром. Я попросил бы не путать национально-освободительную борьбу этих народов с ваххабизмом. Я попросил бы не путать. Потому что у нас тоже национально-освободительная борьба была, война была, и у нас тоже ваххабисты воевали, но 5% по силе. А 70%, в частности, все тяготы этой войны на своих плечах вынесли конкретно, это муриды, последователи Кунта Хаджи. 70% основной тяги. Я это говорю, потому что об этом надо говорить, но никто не говорит. Хотя я сам последователь шейха Али Митаева, мои родители муриды шейха Али Митаева, но надо, что есть, как есть сказать. 70-80% это последователи Кунта Хаджи на своих плечах эту войну вынесли. И никаких ваххабистов здесь никого не было. И на этот счет я хотел бы вот конкретно, тут много говорили про Багаудина, я его тоже конкретно знаю. Когда здесь началась война, он везде бегал, и в том же Дагестане говорил, кричал, что это не война, не джихад, что это нефтяные разборки, там денежные разборки и коммерческая война. Когда в прошлом году я его встретил, летом прошлого года, когда, в частности, вот уже выборы России шли, здесь вроде в мир был, я его спросил, вот, помнишь, что я говорил, что я не почему ты говорил? Он сказал, я заблуждался. Понимаете? То есть так легко человек может бросаться словами. А конкретно, например, я сказал бы, поймите меня правильно, я не понял, но конкретно вот в ответ на его заблуждение хотел бы сказать. Вот в частности, мой прадед был муридом имама Шамиля, он был пятисотенным, 13 лет с ним воевал. Мой прадед был муридом в Москве, Митаева, он у нас называется. Мой дед был муридом шейха Али Митаева, был муридом Ужум Хаджи, с ними воевал вместе все. И я сам считал себя муридом, тоже воевал. И я никогда не заблуждался, потому что я воевал эту войну, знал, что мы победим, потому что эту войну предсказывали наши святые. Даже конкретные некоторые исторические моменты даже предсказывали. Я воевал и никогда не сомневался, что мы выиграем. Я никогда не заблуждался. Почему? Потому что я следователь, исследовал той дороге, которую нам показали, которую нам предсказали наши святые. Некоторые говорят, как это им предсказали, как это нельзя видеть, тайно это только Аллах это знает, но мы все знаем, что Аллах милостив своим рабам, что Аллах как награду некоторым дает эту милость, и дает знать неведомое, дает знать тайное, это все в руках Всевышнего. И сегодня
Про того же Бабаудина я хотел бы, вот, раз коснулись, вспомнить Муллу Насреддина. Его спросили, грех ли болтать много, врать? Он ответил, не грех было кому слушать. Сегодня его многие слушают, поэтому он болтает. А чтобы его не слушали, мы должны работать, мы должны нести людям знания, и тогда не будет у нас никаких проблем. Мы должны показать тарифа, показать во всей его силе. Показать вот так называемые ваххабисты, я хочу конкретно, ваххабисты говорят, потому что многие из них себя таковыми не признают. Они говорят, мы простые мусульмане, просто они в своем невежестве заблуждаются и к крайностям прибегают. Они в первую очередь что говорят? Говорят, вот надо в шариате жить. А разве мы с этим не согласны? Кто говорит, что не надо в шариате жить? Но тарифа – это вторая ступень. Это вторая ступень святости. Это примерно как если бы, я так думаю, как если вот все мы должны окончить среднее образование, иметь школу окончить. Но кто-то потом идет в институт, потому что он хочет получить больше знаний и больше уделяет время этим знаниям. Кто-то потом становится академиком. Так что сегодня все только государство сказало, среднее образование все должны иметь, как все мы должны со средним образованием ходить. Также и здесь ничего другого нету. Мы все обязаны жить в шариате. Но если человек, помимо того, что его обязал Аллах, помимо этого еще хочет больше посвятить себя Аллаху, чтобы заслужить его милость больше, и он уделяет больше этому времени, что в этом плохого? Вот мы должны вот так объяснять людям, и никто об этом не говорит, в первую очередь наши алимы не говорят. Это как дважды два, это вот приятно. Как было кому слушать. Надо все хочет. Вот так, когда получается, мы говорим ва-аджи, что ли? Мы говорим ла-ила-иллаллах. Что в том плохого, что наши святые нам завещали, чтобы мы после намаза, когда вы сразу встаете и уходите, мы лишнее время тратим, Аллаха вспоминаем. Разве грех вспоминать Аллаха? Нет, говорят, не грех. Так если наши святые нам это завещали, что в этом плохого? Ничего плохого. Понимаете, так же и людям надо объяснять. И максимум вот надо нам споров, именно дискуссиях сегодня показать их несостоятельность. Понимаете, мы это можем. Мы должны свою истину довести до них. Но мы не получаем конечного результата, потому что мы не привыкли работать. Почему? Потому что мы не привыкли оспаривать, не привыкли, потому что не было первых, все было естественно, так и было новый. Мы где-то вырастали, мы знали, что там в республике тарифы там ноксбандийские, кадыристские, и между собой там еще разные разделы, свои устады, там свои, как говорится, узкие круги. Но сегодня мы вот столкнулись с новой проблемой, и я так вижу, короче, наши алимы, короче, просто в растерянности. Мы не знаем просто, как реагировать, короче, на такую неслыханную наглость, с какой они вот залезают в нашу жизнь. Я думаю, я прямо говорю, короче, мы просто в растерянности, мы пытаемся самое простое, что это закрепить. Это нас ни к чему не обязывает, это просто, это легко нам кажется, но это самый пагубный путь. Мы должны мобилизовать свои внутренние силы. Мы должны понять все наши энергии, положить на стол,
говорит, не перепели, не им доказывать. Они, как некоторые вот тут говорили, они не услышат и не увидят, кто не хочет, тем более. Мы это можем не перепели. Сегодняшняя конференция, я считаю, мы не для них делаем. Мы это делаем для нашего будущего, для нашего подрастающего поколения, чтобы меньше людей смогли обмануть, чтобы меньше людей смогли привлечь. И чтобы завтра у нас не было тут кровопролитий и всяких кровавых разборок. Поэтому я считаю, что нам надо принять конкретные решения, и нам надо донести до народа истинные знания. И нам надо возродить и распространить тарифов по примеру наших святых устазов. Но сегодня почему-то никто этим не занимается и это подвижет. Мы все говорим, вот смотри, наблюдаем. Но честно сказать, да, можно сказать, фактически не видел ни одного человека, который в полной мере придерживался норм поведения, придерживался того, что завещали их святые. Хотя, например, хотел бы привести вам пример вот из жизни того же вот шейха, нашего святого Кунта Хаджи. Это, в частности, один раз в разговоре я коснулся, и ребята меня привел эту фишку. Он в своем огороде полол кукурузу. Я говорю, так как разговор начали, некоторые засмеялись. Я говорю, что вы смеетесь? Видите, для вас полоть кукурузу – это женское дело, для вас это позор. А для ваших устазов это не было позором. Это было нормой жизни. Это не было женским делом. В своем огороде работать – это благо. Но мы приступились, дальше продолжая. Я говорю, и его 5-6 юридов увидели, что он в поле работает. Ну, взяли мотыги, взяли, пристроились, начали помогать ему. Он их увидел, остановил, подошел палкой, очистил ту площадь, где они прокололи, и сказал, этого участка я кушать не буду, это участок я свой труд не приложил. Если хотите, чтобы я с голоду умер, давайте все остальное пропалите. Понимаете? Как мы далеки от этого? Потому что мы можем, честно сказать, и украсть можем и крадущего не остановить, можем и обмануть, можем и нагрузить, можем что угодно. И мы очень легко к этому относимся. И, честно сказать, я сейчас частично не удивляюсь тому, что ваххабизм у нас получается такое распространение широкая республика. Потому что мы сами свое видение, и мы сами отодвинули наш тариф куда-то на задворке, взяли только его фасадную часть лицевую, что легче всего. Вы как делать, это легче всего. Понимаете, а вот духовную часть все возродить и жить, как жили наши святые подвижники, это очень трудно. И истинные знания доносить трудно. И печатать книги, брошюрки, давать знания людям, это тоже очень трудно. То денег не хватает, то времени не хватает, то еще чего-то не хватает. Поэтому я хотел бы попросить вас, что нужно, любую помощь наше правительство окажет, в том числе, в первую очередь, и наш президент. Что нам помогает? У нас большая просьба, давайте людям знания и знания истинные. Только так мы сохраним единство нашего народа, вообще мусульманского народа, мусульманской умы сегодня работает именно над собой сперва. И когда мы начнем эту работу, то тем фанатичным неверным и недоучкам не будет места. Только так мы сохраним единство нашего народа,
вообще мусульманского народа, мусульманской уммы всего Кавказа, а может и мира мы сохраним. Давайте работать именно над собой сперва. И когда мы начнем эту работу, то тем фанатичным неверным недоучкам не будет места в нашей жизни, в нашем обществе. Люди сами их отторгнут. Для нас, я считаю, самое главное, это чтобы их последователи, те люди, которые сегодня красочно преподают и преподносят красиво этот же ислам, и которых они используют в своих целях, причем корыстных целях, мы должны их отбить от них, мы должны за них бороться. Это наши братья, это наши дети. И мы можем на этом пути добиться очень больших успехов. Следующее я хотел бы предложить это из участников сегодняшней конференции подготовить, отобрать 10 человек. Алина, я сегодня на сегодняшнюю встречу тоже пригласил также так называемых ваххабистов, но ни один из них не пришел, и этим тоже они показали свою неправоту, будем прямо об этом говорить. Я пригласил, я хотел сегодня частично дискутировать сегодня частично диспут устроить, но как бы культурно вы все пришли, они не пришли, значит, вам нечего скрывать, вы правы, уже это говорит об этом. Выступление конкретно от этой конференции после несколько год так сядут, поговорят уже конкретно и будет легче сделать конкретное решение и нашему президенту, и руководству нашей республики. И это очень поможет в деле объединения мусульман всего Кавказа. А также, пользуясь случаем, я хотел бы пригласить всех здесь присутствующих от нашего лица, нашего правительства на празднование 200-летия имама Шамиля 21 июля в село Жигино, столица имама. Там будет отмечаться это праздник, я вас пригласить. Спасибо за внимание. Дай вам успехов, правильном пути, и дай нам Аллах силы познать истину и донести эту истину до остальных. Спасибо вам.
Ну, идею считаю тоже нормальной, в принципе, да, как бы, но бесперспективной. Османской империи сын хайца ниц болшой, ацахалча перспективяц свою идею, на мой взгляд. Бог цахалча это балуды. Вот посмотрели мы сейчас это видео, да? Послушали, как Басаев хает ваххабитов. А по сути, Милш хает, пяш. Так это же он вас ругает. Вы же в то время были ваххабитами все. Вы не поняли, что он вас с тех времен ругает, вас хает? А вы сейчас сидите, его слушаете и восхищаетесь им. Он выдвинул идею, я про идею говорю. Он типа нашел решение, он предлагает создать институты, школы, которые будут, которые защищать вот это вот тарикат или как это вот направление суфийское. И таким образом мы можем как бы через короче, вот это вот ящикую цензуру, через цензуру контролировать то, что нам попадает, и контролировать. Но опять же, я вот повторюсь, я не вижу там перспектив никаких. Даже при той идее, которую он предлагает, я не вижу. И даже по сей день не вижу. Не то, что я как бы прям вот радикально против любых ветвей, короче, как бы религии, да, вот ислама или там христианства или иудаизма. А я вот конкретно не вижу в этом смысл, потому что ни как Иран, ни как Османская империя, мы не имеем такой мощи, такой силы, которой, чтобы устоять этой идеологии. То есть ваххабизм, или салафизм, или что бы это ни представляло, у нас нету таких ни ресурсов, ни основ, чтобы противостоять. Почему по сей день не исламизирован, то есть суннитские направления Иран шиитами, они до сих пор сохраняются, потому что у них есть сила, какая-никакая, противостоять этому идее. Шей Бухшду, шей Хадишду, вот которые они, вот, отличия, такие же почти можно сказать, как и у суннитов. А у нас что? Шикнига и астейкалтухан, суфисты. Планируется саму признать ваш вот, умех, книг хару, вела. Мула Насрудин, сказку шукцар, наш. Ну, и Бахта свидал, никто не признает этого, и ты с этой книгой далеко не пойдешь, какую бы ты школу, институт не открывал. Почему, например, Ататюрк после разгрома во время Первой мировой войны, например, перешел на демократию, да, как бы светское государство. Почему он перешел? Потому что осознание. Человек, который понимает, и человек, который осознает, это два разных человека. Понимаешь? Он осознавал, что они не смогут противостоять вот этой арабской версии этому исламу, что этот ислам рано или поздно вернется к ним. Я поняла. Я говорю, он хает ваххабитов. То есть вот Хокчабу Нахтяхбы, которые в то время были ваххабитами, сейчас ладно, они поняли, отошли от этого. Но Цухенах еще Басаев хает вот Хокчу Ашбешбы, Цухенах был ваххабич, ош хает бяшу. И у меня вопрос, вы с ним согласны, бывшие ваххабиты? Вы согласны с тем, что про вас Шамиль Басаев говорил? Провокационно ломать, а Не, ну а что, нормальный вопрос. В чем проблема? Вы с ним согласны, ваххабич,
شون دوش ما دارت سوئس شو إيش تادو بوها بيش بيخم نشو غلق دولش باتس إذا داتس وجا داتس إيش داري شو بساس ما ديتسر Ličij žvakto lūrdovšis, tā dvakdojiet ar dovšu savu olādu. Не, почему? Слушай, Олādu, послушай, visam, вот тут kas бывшие ваххабиты сидят. Они с ним согласны. Вот этот Шами Басаев, их герой. Окей, Масера герой он, кстати. Попробуй скажи, что это не так, они себя вместе с этим схавают. Вы с ним согласны? Интересно, только сунжо. А шо? Ваш герой про вас говорит, что вы нахьяц, рылкдац, румадац, бьюхум нощу, вахабичу ей андая езбахцу. Дерез душу, иш даришу, иш бьюхум нощ. Цагыл кулкточ. Иш лялишу. شنت يا إشتي قال أتشمي البصر شنت يا أوشتك قال متك بيحكني أشتون ريز دوشو بصر شن دوشون أتوقع لحارش пожалуйста. Я думаю, если убрать эмоциональную часть вот этого претензии, вот данного вот контекста, да, как бы в отношении Басаева, безусловно, он был участником, безусловно, он воевал, безусловно, он делал результаты и, безусловно, в то же время совершал серьезные ошибки. Посмертно. Можем ли мы сказать, что вот этот Шамиль Басаев, да, видя, насколько он питал к ним ненависть, презрение и так далее, что он не совершал против ваххабитов преступления в период войны? Мы можем такое сказать? Алло, я вас не слышу, любители героизировать Шамиля Басаева. Какого Сам характера шел. ошибок ты имеешь в виду? Марин, он А. том генит, он болчина, ерео, ча, он болчина, настроение шмуер, хай, дагдовым, муханер. Жимерсу, да, Жимерсу. Ну, تمنين تغينا دول شخوش ورون تنتلع ديت اتسخارت ما اشتعام دمرش دالله شمل دوي تندير مدر تنخي كدات خالا شواري خات خارت تقدرون تقولش ات دوي باق قرب مكتلا جاقية شمدات صار دا صار اتسوق ات قوية تمشن تعامات خارت دوي كباكن أربعة كرت أقاوين خاردا تردون بس أدلنا ليتراتور خير ويتشاح بزرابة تاماني زنسلية دعوات الخلق دين دعهم در إدي روح صباح أجراس كش دعوات هم در كمل Да, تام إدلي در تويش واتسون كمل شاديك основ- دينك أدمي أولش عادات سو ديك دينك ديك دو أرغودنا غودو أولش تخيلش سو ديك دينك غودو سو غودنا غودو بوشلش تا نيس مثلا أو تامش سودي أخوك نوت أب давай тебя тоже повесим да, я этот тоже термин справедливо. «охух косвой цинцаны», вот что ты плохой. إيش سитуация تسوينا مرينا حين لو تزدم числом да بحث Но тем не менее, иш Басаев смобох бьёхом на шхали, إن أحسام على سو يوق مرين سو بدين إن يوق جرامتنا يو دكم خاهم هيك شلون صح حزلا حين أصل سنة قيام أول شمل ما ميلت بوهنس قلت وحاجة يوش تكو أدمش دوي إبراهيمس دندوال إسماعيل كانت إبراهيمس دندوال حاجة يوش تكو دوي حزلا حين أحالا سوق حج تأخرج تنمسو أول الله جيش ديش خرج إشتو يخلجه يحجج إبراهيم زنا بوشج أقدو توردات هرت فازنا مخلي شون دا جتون شكنت مخلي
وحاجي اتبوخ لا ابراهيم خليته مكي عديني تسوي دا سأله انترس خلافي اتغن دوستو بيقع اتخن عميات سالن تغن يوها دوستو просто حيوتشو ارات يوشا вокруг света он обходил около когда что где когда да вот ты задумался над этим да ты что ольно шум момент я цаю или бусул мечердал и дош вообще дон мухача يوكابتيغا دردات دغ احسن خليها значит التوريتشو خلديز ونداس تيري مويدون اسماعيل исаак моиши значит они должны были быть там وندача отцо значимого мадей хоть днем чувствуем гечдеш да понимаешь какой серьезный гумдой это должно быть заранее записано что Ибраим поехал в Мекку и он там своим сыном построил Торичу Ахалмадизи, а не только там арабы написали. Это особо. Тогда не он, это я помню, тогда не он. Конечно, Ибраим, он шумерская цивилизация Ибраим. Да, и Тора оказывается из переводящего Хюршлялу Ибраим. Цурена Хцана Каабит и Ирнаватис. И тик ихни عاري وين إكاب دويش تيجي يخشوا ليل خردر إتسارتاني إوي خيش إيش خردر قوي und شو ميسك А мунисло тига хилават торичу аязина дат как это получается Коран и вора цудендо цункан Исмаил дендо хокка хадона устарбина бо ау карадо Иерусалиме хоне ча денацо им бо и хоша мутурд мунисло как это понять то Это как на сегодня Сулейманов ويهقار إيش مو بيت وين خليت سنش بدو موتاش كينشك شيازوش إيش отстаипом дукас салилош так иззак на нас наговаривают всякую мерзость рассказывают пишут книги даже вот они пусть напишут туда священное писание и язычане إيش отстаипом дукас салилош так они смотри я тебе сейчас скажу царь Хубок почему они себя считают избранными Ибраим шейда убахцар. От Ибраима шаш хадойлду из Шумери хилву, следовательно, имялил цивилизации от Шумери бухбуй истории. Цуна цига мялфилдол шума и халдолш нехтейпан хилвуиза, то есть моссухум все, что к нему относится, это наш бахцар. Поэтому мы избранные, они говорят. А это неправда, он не был избранным. Он был одним из многих, который читал это писание шумерское, которое он же переводил. Оказывается, жуткий быть, сам переводил им. Они перевод у царь, там не лошадь, от жуткий шо. Ибраим, перевод я шацан и дийцан записывали, вот они пользуются этим переводом. Вот. И шейдау богш идут царь цундела, цунд и айду, имели все, что относится к шумерской цивилизации, это все нам принадлежит. Он эту Тору дал, да, то есть они считают, что он был пророком. Он не был пророком. Он был обычным человеком, который умел читать это писание на шумерском, на первозданном языке, и все. Просто умел читать. Был одним из многих, кто умел читать. Он не был пророком. Ну, царь это как нахмух кетербо. Смотри, его баланс. Еще ритуалы. За все это ритуал люди туда деньги несут и верят, что все это шашмелдешлега, до Ибраим, сын Исмаил, там Ибраим матч, я консумируют и поклоняются там. Все эти обряды они делают. Он там не был. А Кабу арабы говорят, что он построил. Ну, как это все понять-то? Он дальше все качаем за отцо, значимый мет крыч и дать. Шен, вот это гечдеш, массохуман до того сильный, он только поворачивается на Кабу. Получается, если отцу серьезно, он матиге язина даться, Ибраим тига хилвайл торит, что он построил это. Он да чул халабях кандол дереш вахунас. А потом арабы говорят, что это он построил, он там был своим сыном, там они кидали на шайтана и там барана зарезали. Вообще
غرب دي أوقي مو خيتوز سитуация. مو خيتوز سитуация. Куда не знаю, حاجة цар инс и тор модай цар лилинага и тор гал дяхан бохш ats переписатин шейн десч переписатин царе. Это шумерская религия. Само галюхш вукаму галюхш и что и цердин дац. Цар и язычник шхилабойш, представь, я им не верю, вот как это может быть? Ибраим был единобожником. Хакара шеш сунт эхи юбах. Цухена и жутки qam khildu. От баалина цухена поклоняться дяш khildu акар. Так мухульш иза, то есть отдельный жутки qam khildu баалин поклоняться дяша, цу ялак дяш. Вот. Так хар Ибраимит эхи хар халки инчулт яхбу qara так яхтхульш букаш. Он ялш, ну как это? Ибраим был единобожником, он был праведником. Вот, хохнт яхи действительно шешсунт я юбош халбал харнахбуй хакараш шей дас цилин кун лиру qar. Шей дас цилин йол и каабат цу йилам бохш. И задаются qar. Хотя они построили этот сарай для хранения идолов. Как это так получается? Как от Ибраима, праведника, могло такое потомство пойти? И что я عجل مريض عجل مريض in 230 شحال هو انه بخارست دينك اسكجانا دو تباغتار خارت دو تباغتار صار اي تباغ اي تورا دو بوخوغار نو شي تور دو تشارن تبوغ خوغار بوخ اي نو استوريتي همشتوق سوفا تسديشدو نو بخاري تبوخوار لمسلم قلوالو تبو قنوت اعباكن بو لوجه قلوالو تبو تورا استوريتي همشتولشا اسكزيتين دو هوار الدو بدولش على تصبوغ الشينار هالت اندرت خار ان دار تخيتنا قلب على تخار تحقت اتخ انا باش باي الدات ويلي تيتي صبا تيرس دو تسق بيبلي تعديك دوتو تاع توري تعديك دوتو تاع كروشه تمني مني هوار تلقى حبوغي او كار تصبوغ شي اسكزي ديندو إندوي ألما دي زري إندوي خبر دوش مغول حالة صغار ويناغن بوق وين دوش لغو شاول ويناغن صغار على طبعا خأسن إتار تبوغ أو عربوش بوغ بروست إتار إسكي دينا أوي رس الحالات سيدوش خيتن دو تار بوغ شا تار ألشنا دعدوش لخوي خيتيو كانت شنو تيشوي شوا لا بوخ تعاون كيبو دي شوا استاع تعاون خلاش ولا ايش تتوى تعدو خويا فيك لا بروست تعربو شو الف شو سالك دوك شاد ديال هو شو اسكو جن هدو تعاون اسكو جيت له خدا تعاون لا بروست بياتي متى خلديشتك ديات متى ديلن اسكو جيت له بوخ تعاون نو بروست هاي تصابنياتي ها خيت دو تسبع يازن دو دعساولي отсюда ядина храма да ядмаш за после смерти дон ядин да яра انا и гани хумацхоша нохтишатиша адмитишам бичойса всегда йохша действительно шин ишта бек анаш гечди все даса бош ашман байнах زوجان أخذوا حالة период داخل بالنهبات أنتم خوشتهمش اتوبатор просто иги материал информации я церковь доступна да он специально тор дишти что حاجه دات يازو كوكا ابراهيم مكه خلطي تسلطي على تور ديش что هو تور ديش هو دات عملت перевод سيج эти عشت احسول هم انا هذه информация خلر بعندوش доступна يوتا هو تيتوق علي لي ردو عليه سوتينه تشكيل الله تعالى داج نبقى حين أخذ ويد قضي وتصل مخلا ولا يو أدوكات ما خوتي كاجدي شينو سام لوتش أدوكات ميري دا خوتي شيشين أتماس كايو إشتدر إنفورماتيا ترى إشتهر دربوشة
по факту حاجة действительно على информация تغل وتغن يوم وتغن ناح عاصمة بيزيدون دلار دويتي مودتي просто арбоч على تيشاتيش داتسويتش وقال دات بوش اسكجت دات بوصار أوار دبو إيش جرجنا بحس سسرني أدم دو يبري واتسا لأراب واتسا نحن تعلم تأثير وقت شو أتع просто от себя حاجتي своя поверю арабам الله وبيش إيش مستقع أنا أشوف إلا أشواتي شو ده تاج يقولش كيف ذات حشوا هو حاجة تيشات تشنو شو هو في سلزاق بوح وقدات والغا ودات شيء ما خيت عندما دات شو ده يتبوش دات شيء نتنا ريليجي وخنت خوشتو تخيني نميو خينق أوهم تقول بو خيت عندو نشوف عربش الله بو وقع شو تعرف تيشات تشليل شتوك شو بو إيش آخرت مو ميل بو إيش بوش قيتيو هو إنفورماتيا единственная от араба боятся они сказали что قاعد يقول سامع خاطر Окувайнахан цаха оскверненное место был, что хундуй, а канца доис вот от арбоша и кааб юкляч. Очах чистоша и идол храните кален сарайхали божол доис. Они вечером заносили связь. Связь галию лопас, дая лир связь. الصراحة Юран, арбох, весь день стояли эти у них идолы, потом вечером они заносили. То есть изначально, чтобы их хранить спален, ин сараях божол. Отснага хажла, хок мусульманш. Война, настоящий пророк Аллах, Майс Сулейману, Вич. От Сулейману у него магические печати были. Настоящий пророк, он бывает он не пользуется. Он генеет. Печать генеал, Марина. Ты видела эти печати? Вайт эйр суфиш лило штук и печать. Меча. Печать. Истинный пророк, он только словом действует. Он никакими печатями, никакой атрибутикой не пользуется. То есть я сейчас говорю, от мусульман, милла, жрец, маг, настоящий пророк, царь. Это неадекватные люди. Царь ишт айдол дук царь, дойшайна способна шхилу. Хотя они знают прекрасно, что такое истинный пророк, и цал уж бацониш. Вот мне сказали сегодня про Моисея, что он тоже был жрецом. Вот скинули ссылку, я должна посмотреть, чем он там занимался, этот Моисей. Вот Соломон имел печати магические. За каждой печатью стоит демон, который отвечает за определенные действия. Вот. Настоящий. Обострение. Столетнее обострение. Ой, да. Это реально обострение у тебя. Не, подожди, какое у меня обострение? Весь мир знает, что Соломон занимался магией, что он был жрецом. Меча, охуеть, что ты сказки рассказываешь, азиатские, восточные? Масан, давай что и сказки. Давай про Деда Мороза расскажи или про Санта-Клауса, там интереснее он тебя. Печати Соломона олш суфиш йойшук из каббалистика. И маги цан йойшук, цалил шукас. И за каждой этой печати демон стоит. Санта-Клаус, блядь, помогаю. Я говорю, Санта-Клаус, блядь, помогаю. Подожди, я Деде отвечаю. Деде хапитер асбохшо от мусульман. Любой колдун истинный пророк Оли он коучул из цару объект, что уже удивляться нечему. Это были умственно отсталые люди. От снага хинц Европе было, кузамел дешо уже шашлил, что на кэт был нахбуй.
цар уже ол тхо аудал нахтар, тхо дикариштар, тхо даже нахбуш, каннибализм лилуш, нахалду тхо цухена, аж тхум бяхк мобиль, тхо мы были необразованными, умственно отсталыми людьми. Тхо ишта долша пользовались нами, Ну, пользовались. Шайн. Ну, Шайн. Когда это было? Когда они были умственно отсталыми? Ну, они сейчас в Европе был арбой бой, мусульман, цар олк, да, цуюк адуку нисто чумаду, шаш кахта, ну, шей дая каннибализм лилаш аудал нахалду. Уж ишт был дейлот, эбяхкам был наха, уж лилу ахт болша, ишт عير بنوش بوش دوت صار هروينش بوي وش قحش يعني وتصنخ وش شاشم قحته Вот уже выработала такое. А?